Увеличение средней продолжительности жизни – один из общемировых трендов, который сегодня серьезно изучается. По возрастной классификации ООН, если доля граждан в возрасте 65 лет и старше не превышает 4%, то государство считается молодым. Если эта доля находится в промежутке 4–7%, то оно на пороге старения. В государстве со стареющим населением эта доля превышает 7%. В 2018 году в Казахстане она также перешагнула 7% порог. Поэтому вопросы геронтологии, науки о старении, становятся для нашей страны с каждым годом все актуальнее. Геронтология вышла уже за понятие медицины. Она составная часть биомедицины и биоинформатики. В настоящее время широко развивается молекулярная геронтология. В частности, мы здесь в нашей клинике работаем в этом направлении, и мы проводим генетические и эпигенетические исследования различных факторов человеческого организма, изучаем мутации генов и изучаем те факторы окружающей среды и поведенческие факторы, которые влияют на не то что продолжительность жизни, а на состояние здоровья. И в частности необходимо отметить, что наследственные заболевания, они доминируют в развитии патологии примерно на 25–30%, а остальное большое значение имеет окружающая среда и особенно образ жизни человека. Поэтому эти вопросы также изучаются. В Казахстане только 14% пожилых людей умирают естественной смертью, когда уже происходит истощение ресурсов органов и тканей. 86% умирают досрочно за счет возрастных, социально значимых заболеваний. Прежде всего, это болезни сердца, коронарных сосудов, прогрессирующий мультифокальный атеросклероз, заболевания головного мозга, его сосудов, сахарный диабет, онкологические заболевания, метаболические нарушения и многое другое. Важным направлением в развитии геронтологии в нашей клинике является изучение фармакологического ответа препаратов на человеческий организм. Известно, что при одном и том же заболевании у одних больных данная тактика терапии приносит успех, у других больных не отмечается никаких изменений, а в третьей группе мы даже наблюдаем ухудшение. В силу чего происходят такие эффекты, такие результаты? А в силу разного ответа генетических механизмов. Вот это состояние генетических механизмов необходимо учитывать при выборе того или другого лекарственного препарата. Персонализированные геномные лаборатории президентской клиники изучают предрасположенность к разного рода заболеваниям, в том числе к нервно-дегенеративным, связанным с гибелью нервных клеток. В банке ДНК хранится более 3000 образцов для исследований. На сегодняшний день становятся актуальными вопросы изучения генетических особенностей человека на продолжительность жизни, на качество жизни, на снижение инвалидности и смертности. Дело в том, что уже мы есть то, что у нас записано в генах. Именно эти исследования являются актуальными в геронтологии. Данные исследования позволяют сказать, каким заболеваниям предрасположены люди пожилого старческого возраста, какие чаще будут заболевания, и сказать, что если у того или иного пациента определенные генетические особенности к возникновению таких вот заболеваний, как, допустим, болезнь Альцгеймера. Поэтому вот эти исследования не являются актуальны, то есть можно заранее предугадать и уже заранее проводить профилактику того или иного заболевания. Научный поиск в президентской клинике фактически велся все годы существования медицинской системы управделами президента, которой исполнилось 90 лет. В результате и была сформирована научная идея. А заключалась она в следующем, что фактически метаболический синдром отражает эпигенетические изменения, возникающие вследствие взаимодействия генома человека и внешних факторов задолго до наступления болезни. Во главе этой идеи стоит Валерий Васильевич Бенберин, наш руководитель, наш идейный вдохновитель. И именно эта идея стала основой
и государственная премия, которую получила группа ученых больницы медицинского центра управ делами президента буквально недавно. Сейчас Центр геронтологии и научная, даже не научная, вся медицинская и исследовательская, и техническая служба больницы работает над проверкой этой гипотезы и формированием медицинской технологии для того, чтобы здоровье наших пациентов стало лучше. Когда будет готов научный продукт? Ожидается, что к концу 2020 года. Каким его видят в президентской клинике? Понятно, что современный человек очень занят, и ему не хочется ходить по нашим переполненным поликлиникам, тем более, что наша медицина сегодня больше настроена на лечение от болезней. Поэтому наш продукт, он будет иной. Он будет представлять собой нашу отечественную модель управления здоровьем. Единственное, что, возможно, мы станем инициатором и новой профессии менеджера по здоровью, так как сейчас существуют юристы семейные, существуют семейные врачи. Но здесь нужен именно междисциплинарный специалист, именно менеджер по здоровью. И вот этот продукт, он будет иметь очень серьезный девайс, да, серьезную форму, и я думаю, что это будет именно то, что необходимо нашим пациентам.